الله أكبر الله أكبر الله أكبر المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, его семье, его сподвижникам и всем тем, кто последовал на его пути. По милости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля мы продолжаем говорить о правилах, которые мы можем взять и использовать для своей жизни из Корана. Безусловно, весь Коран является руководством для нас, как об этом сказал Аллах Субханаху ва Тааля: «Залика аль-китабу ла райба фихи худан лиль-муттакин». И эта книга, в которой нету сомнений, является прямым путем для богобоязненных. И сегодняшнее наше правило, оно разъясняет нам путь получения знания. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране дает нам наставление получать знания и дает метод, как его получать. И на самом деле сейчас это очень актуально, так как обычно, по обычаю, у нас в сентябре, и не только у нас, вообще во всем мире, с сентября, с месяца сентябрь или с окончанием лета начинаются занятия, уроки. Это такой обычай ада, то есть после лета начинаются занятия везде. И человек, мусульманин, это тот человек, который непременно должен быть связан со знаниями, с религиозными знаниями. И как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Талабуль ильми фаридатун аля кулли муслим». Требование знаний является фардом, обязательным для каждого мусульманина. Каждый мусульманин должен получать знания. И под знаниями подразумеваются религиозные знания. Знания, которые приведут тебя к успеху, как в этом мире, так и в ахирате. Не только знания, которые тебе нужны в этом мире, но знания, которые тебе помогут достичь счастья, достичь успеха в последующей жизни. Талабуль ильми фаридатун аля кулли муслим. Требование знаний – это обязательно фард для каждого мусульманина. И каждый должен оценить, насколько он старается получать знания, насколько он привязывает себя к знаниям, к изучению религии Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Например, как можно себя оценить? Поставить какие-то рамки. Например, берешь 2020 год, сейчас 2023. Какой я был и что я знал в 2020 году, и что я знаю сейчас в 2023 году. Что изменилось? Что прибавилось? Что я забыл? 3 года назад я знал столько сур, сейчас я сколько сур знаю. В таком-то году прочитал был я столько книг, сколько сейчас за 3 года я прибавил копилки книг, сколько я прочитал еще с книг религиозных, какие уроки я посетил, сколько слов из арабского языка выучил. Вот это вопросы, которые каждый должен задавать себе. И ставить себе рамки от месяца к месяцу, от 3 месяцев к 3 месяцам, от года к году. И оценивать, насколько он занимается собой именно в плане знаний. Мы каждый день идем на работу, работаем где-то, что-то делаем. Для чего? Для того, чтобы заработать деньги. Для того, чтобы прожить в этом мире. Для того, чтобы сделать себя успешным, в кавычках, успешным, чтобы у меня все было, чтобы у меня финансово все было хорошо. То есть для этого мы стараемся каждый день с утра до вечера.
а сколько мы стараемся для ахирата, сколько мы получаем из знаний. И почему именно знание? Почему именно знание? Почему не поклонение, да? Почему не поклонение? Потому что аль-ильму кабля аль-каули валь-амаль. Потому что знание всегда прежде слов и дел. Знание лежит в основе всего. Без знаний ты не сможешь правильно поклоняться. Без знаний твое поклонение не будет иметь хорошего свойства. И как говорится, аль-алиму ка-альфи абид. Говорится, что один ученый, как 1000 поклоняющихся. Человек, который без знания поклоняется, и человек, который знающий. Знающий, как 1000 поклоняющихся. Поэтому мы должны обращать внимание на получение знаний, на то, как мы относимся к знаниям. И быть серьезными, немножко обратить на это внимание, то есть заострить на это внимание и как-то воспитать себя на это, на получение знаний. И первое, что было ниспослано пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям: «Икра бисми раббика аллази халяк». Читай во имя Господа, который создал тебя. И это происходило когда? Это происходило, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был в пещере Хира. И что, подошел Джибраиль, сжал пророка, саллиллаху алейхи вассалям, отпустил и сказал: «Икра, читай». И что сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям? Он сказал: «Ма ана бикари». Я не умею читать. И тогда Джибраиль сжал его во второй раз, отпустил и сказал: «Икра, читай». И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма ана бикари». Я не умею читать. Тогда Джибраиль третий раз его сжал и сказал: «Икра, читай». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям: «Ма ана бикари». Я не умею читать. И тогда Джибраиль сказал: «Икра бисми раббика аллази халяк, халяка аль-инсана мин аляк, икра ва раббука аль-акрам, аллази аллама бил-калам, аллама аль-инсана ма лам я'лам». И три раза Джибраиль алейхиссалям сказал пророку: «Читай». И 3 раза пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма ана бикари», я не умею читать. Разве одного раза не было достаточно? Читай, я не умею читать. Нет, это повторилось 3 раза. И здесь первая мудрость, то, что это означало, то есть пророк трижды подтвердил, что он не умеет читать. И из мудрости того, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не умел читать, это то, чтобы предыдущие народы, то есть он чтения не знал, буквы читать не мог. И из мудрости было то, чтобы потом люди не сказали, что он это взял у христиан или у иудеев прочитал из их книг, чтобы люди не сказали так. И тут, то есть первая мудрость того, что он говорил трижды: «Я не умею читать», и этот хадис приводится, да? То есть это то, что это подтверждает, то, что пророк сам не умел читать. И он трижды это сказал Джибраилю, когда Джибраиль его сильно сжал. Вторая мудрость, то, что здесь заостряется внимание. То есть здесь некая идет выдержка, да? «Читай, я не умею читать», «Читай, я не умею читать», «Читай, я не умею читать». И тогда только Джибраиль после 3 раз ему говорит, что и как читать. Он говорит: «Икра бисми раббика аллази халяк», читай во имя Господа, который создал. Самое ключевое, то, что идет после «читай», читай во имя Господа. Бисми раббик, с именем Господа, во имя Господа, ради своего Господа читай, который тебя создал. То есть читай ради того, чтобы достичь довольства Всевышнего Аллаха. Читай, чтобы поклоняться Ему. Читай, чтобы быть ближе к Нему. То есть чтение должно быть ради Аллаха. То есть здесь объясняется то, что чтение имеется в виду не любое чтение. То есть когда кто-то скажет: вот же в Коране пришло «читай, изучай», икра тааллюм. То есть икра, читай, это значит изучай. То есть кто-то говорит: вот же в Коране пришло «изучай», и он начинает все подряд изучать. Нет, в Коране пришло что? «Икра бисми раббик», читай, изучай во имя Господа твоего. То есть изучай то, что тебе принесет пользу. Читай то, что принесет тебе пользу в отношениях с твоим Господом.
то, что будет полезно тебе в отношении твоего Господа, для поклонения, для улучшения связи к Нему. И поэтому это фи'аль амр, это повелительное наклонение. Тут приказ читать ради Господа нашего, который нас создал, чтобы мы изучали, и тем самым этим изучением, этим чтением, чтобы достигали довольства Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И наше сегодняшнее правило, оно повторяется в двух сурах. Первое — это сура пчелы, сура Нахль. Аллаху Субханаху ва Тааля говорит: «Фас'алу ахля зикри ин кунтум ля та'ламун». Мы говорили, что Аллах Субханаху ва Тааля нам даст один из методов получения знаний. И Аллах Тааля говорит: «Фас'алу ахля зикри ин кунтум ля та'ламун». Если вы не знаете, Аллах Тааля говорит, если вы не знаете, то спросите обладателей напоминания, то есть обладателей знания. Если вы не знаете, то спросите обладателей знания. То есть спросите тех, которые знают. И это правило, кораническое правило, которое поправляет человека на пути к своему Господу, которое улучшает его поклонение, которое улучшает взаимодействие с его Господом. И это правило, как мы сказали, идет 2 раза в Коране, 2 раз идет в суре Анбия. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Мы и до тебя отправляли только мужей, которым внушали откровение. Спросите людей напоминаний, если вы не знаете этого». В 2 местах Аллах Тааля говорит нам это правило, говорит: спрашивайте людей знания, если вы сами не знаете. Оба эти аята упоминаются в каком контексте? Контексте наставления людей невежд, неверных, неверующих людей, которые противились истине, которые не хотели принимать истину. И Аллах Субханаху ва Тааля в контексте, обращаясь к ним, Он говорит, чтобы они, те, которые не хотят верить, те, которые отвергают, чтобы они и пошли и спросили у знающих людей, у людей, которые обладают, то есть людей напоминания. И здесь именно имеется в виду, чтобы они пошли и спросили у людей Писания, у иудеев и христиан, потому что в их книгах было написано про пророка Мухаммада. В их книгах была информация о пророке Мухаммаде. И тут Аллах Субханаху ва Тааля этим невеждам, этим неверным, говоря: мы отправили вам пророков из мужей, которым мы внушали откровение, и спросите об этом, Аллах Тааля говорит, у людей напоминание, если вы сами не знаете. И как в этом тут есть правило одно, то есть этот аят не касается только этого случая. То есть много аятов, которые были ниспосланы, у них причина неспослания какая-то определенная. То есть в определенном случае, для определенного случая был ниспослан аят, после того, как произошел определенный случай. Но это не значит, что это касается вот того случая только, и мы сейчас не можем это применить у себя в жизни. Нет, это не так. Мы можем применить это, и смысл этого аята более широкий. И если поразмыслить над этими аятами, которые пришли в 2 сурах, в суре пчелы и пророки, в суре Нахль и Анбия, то можно сделать следующие выводы. Первый смысл этого аята, в котором Аллах Тааля говорит: спросите людей, знающих, людей напоминание, если вы сами не знаете. Первый, то, что мы можем сделать, какой вывод? Общий смысл этого аята указывает, предполагает похвалу в отношении тех, кто обладает знанием. Аллах Субханаху ва Тааля тем самым этим аятом показывает уровень и степень людей знающих. То есть Он говорит: спросите людей знающих напоминаний, если вы сами не знаете. Тем самым Аллах Тааля показывает то есть хвалит этих людей. Он показывает их степень, что их степень выше. Второе, самое высшее положение из этих знаний занимают знания
о книге Аллаха. Об этом мы уже сказали, да, то есть то, что знания должны быть те, которые помогают тебе. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если обратить внимание, он говорил: «О Аллах, дай мне полезные знания и убереги меня от тех знаний, которые мне будут не полезны», то есть которые принесут мне пользу для моих поклонений, которые принесут мне пользу, чтобы приблизиться к Аллаху субханаху ва тааля. Третье правило предполагает то, что самые справедливые и достойные среди людей – это обладатели знаний. Если Аллах субханаху ва тааля говорит, чтобы кто-то обращался к кому-то, значит, тот, к кому обращаются, он человек справедливый. Он человек достойный среди людей. И тут Аллах субханаху ва тааля говорит: обращайтесь к людям знающим, к людям, обладающим спросите людей напоминания. Это обладатели знаний, поскольку Аллах велит обращаться к ним. То есть Аллах субхану ва тааля показывает, что эти люди обладатели справедливости, что эти люди обладатели достоинства. Четвертый вывод, который делается из этого аята, Аллах субхану ва тааля говорит: спрашивайте. Спрашивайте. И всего лишь задавая вопрос, незнающий человек избавляется от своего невежества. Только спросив что-то, только потребовав что-то, он может избавиться от своего этого невежества. Как приходит в хадисе, что в получении знаний, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, запретил, да, то есть порицал стеснение. Не должно быть стеснения в получении знаний. Если ты стесняешься в получении знаний, ты стесняешься спрашивать, значит, ты не получишь это знание. Значит, ты не спросишь, и так и останешься невеждой. И Аллах субханаху ва тааля поэтому говорит нам: спрашивайте. Спрашивайте. И всего лишь задавая вопрос, незнающий человек избавляется от своего незнания. Пятый вывод. Лучшие среди людей напоминаний – это последователи Корана. Люди, которые следуют Корану. И они и есть обладатели напоминания. Шестой вывод, который ученые сделали из этого аята. Этот аят предписывает учиться и спрашивать у ученых. Обращаться к ним с вопросами велено, потому что они обязаны обучать и сообщать о том, что знают. То есть Аллах субханаху ва тааля здесь, в этом аяте Аллах субханаху ва тааля разделил людей на два. Тот, кто спрашивает, и тот, кто отвечает. Аллах субханаху ва тааля разделил людей на два. Те, которые не знают, и те, которые знают. И человек, он либо спрашивающий, либо ты будешь спрашивающим, задающим вопрос, либо ты будешь отвечающим. Если ты человек, мусульманин, который не алим, не ученый, ты не муфти, ты не тот, который издает фетвы, ты не ученый, ты не человек, который достиг больших уровней в знании, то тогда ты будешь спрашивающим. И для тебя спрашивать. Аллах субхану ва тааля говорит: ты должен спрашивать. А на том, кто обладает знанием, тот, который является ученым, тот, который является муфти, на нем, чтобы он отвечал. На нем, чтобы он отвечал, когда спрашивают у него. На тебе спрашивать. На нас спрашивать. На ученых лежит ответственность отвечать. Седьмое. Поскольку этот аят конкретизирует, то есть идет конкретика в этом аяте, и он указывает на то, что с вопросами следует обращаться к обладателям напоминания и знания. И это предполагает следующее. Запрещено обращаться к людям, не знающим.
Аллах Субханаху ва Тааля говорит: спрашивайте людей знания, людей напоминания. И, следовательно, запрещено спрашивать людей, которые не знают. И это как бы очевидно, да? Это очевидная вещь. Запрещено обращаться к людям, не знающим и невежественным. А им, если даже их спросят, людям, которые не знают, людям, которые невежественны, не являются учеными, если их спросили, то им, в свою очередь, воспрещается отвечать. У человека, не знающего, который не является ученым, у него нету права отвечать, делать хукм какой-то, выводить какой-то хукм, делать какую-то фетву. К сожалению, то, что сейчас распространено в наше время, да, то есть кому не лень, все о чем-то говорят, это можно, это нельзя, будучи не являясь ученым. Они выводят какие-то хукмы, рассуждают о каких-то мнениях, не являясь ученым. Рассуждение мнений, вывод хукма – это дело ученых. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит, это дело тех, которые обладают знанием и напоминанием. А человек, который не является ученым, на нем изучать книги ученых, на нем спрашивать ученых, исследовать тому, что они отвечают, что они издают из фетв, из каких-нибудь статей и так далее. А тебе, как простому человеку не знающему, воспрещается отвечать, если тебя спрашивают о чем-то. То есть это вот, к сожалению, то, что сейчас часто встречается. И к этому еще мы вернемся, расскажем один случай, который произошел во время имама ибн Малика, имама Малик ибн Анаса. Анас ибн Малика. Во время Анаса ибн Малика произошел один случай, о котором мы вернемся к 7 пункту. То есть то, что запрещается обращаться к людям незнающим, и людям незнающим запрещается отвечать на какие-то вопросы, там выводить хукмы. Из этого правила также следует 8. То, что не все люди должны быть учеными. И не все люди будут учеными. То есть кораническое правило ясно указывает на то, что не обязательно для всех людей заниматься изысканиями для выяснения религиозных решений. То есть Аллах Субханаху ва Тааля не обязал всех людей, всех мусульман, чтобы они стали муфтиями, не обязал всех мусульман, чтобы они стали учеными. Аллах Субханаху ва Тааля не возложил такого. Он сказал нам: спрашивайте людей знания. То есть Он не сказал, чтобы все были учеными, да? Он сказал: спрашивайте. На вас только спрашивать, ученых людей знаний. И среди людей будут ученые, и среди людей будут неученые. И поэтому это правило указывает на то, что еще не обязательно для всех людей заниматься изысканиями для вынесения религиозных решений. Так как аят предписывает обращаться к ученым, а это является доказательством того, что есть люди, которым предписано спрашивать и не быть ученым. И вот здесь, то, что мы сказали, да, то есть мы должны обращаться к людям, которые знают. Нам запрещено обращаться к людям, которые не знают. И люди, которые не имеют знаний, которые не алимы, не муфти, не имеют степени, там, да, чтобы издавать фетвы, они не должны отвечать на эти вопросы, да, если это какая-то такая мас'аля, да. То есть понятно, если какая-то вещь обычная, стандартная, легкая, тогда, иншаллах, проблем нет, если человек ответит. Но если это какой-то мас'аля, такой вопрос трудный, вопрос, который требует, чтобы его разобрали, то тогда человек, не знающий, не должен отвечать. И это понятно. То есть ты должен обращаться к человеку, который знает. Когда у тебя машина, пусть не машина, когда у тебя что-то болит, да, что-то, ты идешь к врачу. Ты идешь к врачу, к хорошему врачу, находишь хорошего врача, который поставит тебе диагноз, который назначит тебе лечение. Ты не идешь там к инженеру, чтобы он тебя вылечил. Или, например, тебе надо операцию сделать, тебе нужен хирург, но ты не идешь к стоматологу, ты идешь к хирургу, чтобы он тебя оперировал. Ты не к стоматологу идешь. То есть ты смотришь на специальность. Так, он стоматолог, к нему я пойду, если только зубы надо будет лечить. Этот хирург, если операцию надо будет делать, я к нему пойду.
Ты оцениваешь, смотришь и идешь к тому, к кому надо. И когда ты спрашиваешь, когда ты задаешь вопрос, ты тоже должен смотреть, у кого ты спрашиваешь. У кого ты спрашиваешь? Кто этот человек? От кого ты получишь сейчас информацию? И поэтому это серьезно, это еще серьезнее, это религия. Это твоя связь с Аллахом. И здесь нельзя допускать каких-то сомнительных людей, чтобы ты получал ответы от каких-то сомнительных людей и делал в соответствии с их ответами, да? То есть поэтому есть ученые, альхамдулилля, есть большие ученые, которые оставили большие труды. Ученые, которые жили давно, как 4 великих имама: имам Абу Ханифа, имам Шафи'и, имам Малик, имам Ахмад ибн Хамбаль. Это 4 больших ученых, которые оставили огромные труды. Огромные труды. Их ученики и ученики их учеников продолжили это. И поэтому мы должны возвращаться к книгам или к людям, которые имеют доверие, которые заслуживают доверия действительно, которые имеют большую степень, которые очень много сделали для этой религии, которые вывели множество хукмов и которые имеют как бы признание среди других ученых. Вот к каким вещам мы должны возвращаться. А зачастую человек спрашивает у кого-то, не знает, кто он даже иногда, где он учился, что он учился там, да, то есть он человек еще не ученый, но сидит, издает фетвы, издает хукмы, человек к нему идет, получает какую-то фетву, какой-то хукм. Кто этот человек? С чего он такой хукм сказал тебе? Поэтому нужно смотреть, к кому мы обращаемся. Те ученые, которые жили 500 лет назад, 1000 лет назад, они были на каком-то мнении, написали книгу, умерли на этом мнении. Может быть, кто-то поменял, но они умерли на определенном каком-то мнении. После него пришли их ученики, которые, возможно, что-то исправили, возможно, что-то подтвердили. И то есть это уже 100%. А человек, которого ты спрашиваешь, насколько он уверен в своем вот этом мнении, может, он завтра поменяет или так далее. То есть поэтому нужно возвращаться всегда к истокам. Возвращаться всегда к истокам. И нынешние проблемы получения знаний, например, да, тоже очень распространено сейчас в социальной сети, 2-минутные, 3-минутные видеоролики. Это не является получением знаний. Это просто получение информации. Поэтому нужно быть внимательным в этих вопросах. И как мы уже сказали, хоть этот аят был ниспослан по определенному случаю, конкретно в отношении противников ислама, чтобы они спросили прежних обладателей напоминания, то есть знающих людей о положении посланников, смысл его остается общим и применим к любому религиозному вопросу, касающемуся основ или ответвлений. То есть, если у человека нет соответствующих знаний, то он должен спросить знающих людей. И это в общем. И суть правила очевидна и не нуждается в подробном разъяснении. И на этом мы остановимся из выводов. Однако есть потребность обратить внимание на ошибки, которые допускают люди в своей обыденной жизни. Они противоречат этому правилу и нарушают эти этнические нормы, которые Аллах Субханаху ва Тааля установил и которые являются очень важной составляющей в жизни человека. И первое, иногда можем увидеть, как некоторые люди, столкнувшись с какой-либо трудностью, с какой-либо проблемой, не зная, что делать, обращаются с вопросом к первому, кто приглянется к нему. Кто приглянется, к тому обращается. Особо не разбираясь, кто он и имеет ли нужные знания. Другие основываются на оценке внешности. Он мне нравится больше. Ну да, такое тоже иногда приходится слышать. Но он мне больше нравится, вот поэтому я его слушаю. Потому что он мне больше нравится. Чему он следует? От чего он отталкивается? Потому что ему метод, как он рассказывает, больше нравится. А кто ты такой, чтобы оценивать, что он тебе лучше нравится? Обращаются с этим вопросом, то есть на оценке внешности. При наличии благих проявлений они принимают этого человека за того, кто требует знаний, или вовсе за ученого, который может вынести религиозное решение по конкретному вопросу. А ведь это ошибка. Это грубейшая ошибка, явно противоречит тому, что указывается
в аяте, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: если вы не знаете, то спросите обладателей напоминаний, обладателей знания. Не тот, кто тебе понравится, не тот, у кого, не знаю, там, борода больше. Образно. Вот сидит вот человек, да, например, да, там, здесь выбор или у него спросить. У этого борода длиннее, поэтому ты к нему идешь. Нет, не это мерила оценка, не этим ты должен оценивать. Он красивее одет. Нет. Ты должен посмотреть, кто из них более знающий, да, то есть кто из них достоин доверия. Вот на что мы должны опираться. Потому что внешность – это не показатель. Мы не знаем, что этот человек делает там, да, когда он дома, там, или как он себя ведет в определенных трудных ситуациях. И важно знание, насколько они достойны доверия. Мы никогда же не обращаемся за советом. Вот когда, на самом деле, вот давайте обратно вернемся к примеру хирурга. Мы же, вот два хирурга, мы же не будем смотреть из них, кто из них нам больше нравится. Или у кого длиннее борода, у этого хирурга или у того хирурга. А нет, у этого приборы какие-то современные. Нет, мы будем посмотреть, насколько он специалист сам лично. Насколько он специалист. Будем спрашивать, отзывы читать, труды его смотреть. Ну, то есть его какие-то, возможно, достижения, операции, какие он проводил, да, там сложные, трудные. На это мы будем смотреть и оценку давать. Если мы так щепетильно относимся к нашим мирским хлопотам, то забота о своей религии, о нашей религии должна быть еще более кропотливой, более щепетильной. Как-то Малик ибн Анас, радийаллаху анху, сказал: поистине это знание, это религия. Так смотрите же, у кого вы берете свою религию. У кого вы берете. И поэтому совет, мы должны всегда возвращаться к прежним ученым, к первым ученым. Те, которые оставили большие труды. Второе нарушение, второе ошибка, да, которая встречаются люди, которые не убеждаются в том, действительно ли являются дающие им знания обладателями напоминания. То есть, вот почти то же самое. То есть смотреть нужно, действительно ли тот, у кого ты спрашиваешь, является обладателем знаний. То есть об этом мы уже говорили. И тут тоже автор упоминает то, что сейчас распространилось что? Распространилось интернет, телевидение, и человек не проверяет, не смотрит, это то посмотрел, это посмотрел, и всему начинает верить или принимать информацию, исследовать этому. Хотя не знает, то есть мы должны возвращаться всегда к ученым. Да, даже если ты что-то послушал, посмотри, что об этом сказали ученые большие. Или посмотри, какой довод, приводит ли он какой-либо довод. И, в общем, эта ситуация помогает нам понять и глубоко осознать некоторые высказывания наших предшественников, рахимахуллах, радийаллаху анхум, относительно вынесения фетв и насколько это чревато последствиями. А их предостаточно. То есть мы возвращаемся к тому, что люди, которые недостойны вынесения фетв, вынесения каких-то религиозных хукмов, они сейчас выносят. Да? И пример, вот я вам говорил, что мы вернемся. Вот, например, Ибн Абд-аль-Бар рассказывает, что как-то некий мужчина, один из людей, зашел к Раби'а ибн Абдур-Рахману. Один мужчина зашел к Раби'а ибн Абдур-Рахману. Раби'а ибн Абдур-Рахман – это был учителем имама Малика. Имам Малик – это основатель 4 мазхабов, одного из 4 мазхабов. И Раби'а, этот учитель имама Малика, к нему зашел мужчина и увидел, что тот плачет. Раби'а плакал. Этот плач потряс его, то есть он удивился сильно, увидев шейха плачущим. Он спросил его: почему ты плачешь? С тобой случилась какая-то беда? На что тот, Раби'а, ответил: нет, со мной ничего не случилось. Однако обратились за фетвой к тому, за шариатским хукмом, к тому, у кого нет знаний. И в исламе появилось нечто ужасное. Из-за этого он плакал. Из-за того, что он сказал, обратились к человеку, говорит, то есть он, видимо, услышал или увидел, обратились к человеку за шариатским хукмом,
к тому, кто не имеет, у кого нет знаний. И он что-то сказал об исламе, и говорит, в исламе появилось нечто новое. Потому что тот человек, который спросил, он последовал тому, что тот ему сказал, и начинает выполнять это, делать в соответствии с тем, что тот ему сказал. А тот сказал ему что-то неправильное или что-то новое, и тот начинает делать, его видит другой, берет с него пример, начинает делать, и так это распространяется. И поэтому даже в их время уже, видите, это было сколько лет? Это было 1000 лет назад. Имам Малик жил в 200-300 году по хиджре примерно. Это было 1100 лет назад. И уже в то время вот это, они уже видели это, проявление этого, да, то есть когда люди недостойны говорить о знаниях, в знаниях говорили в знаниях. И поэтому сейчас это тем более распространено, и мы должны быть внимательны в этом. Затем Рабиа сказал, а ведь некоторые из тех, кто выдает здесь фетвы, больше заслуживают заточения, чем воры. То есть он сказал, что некоторые, те, кто издают сейчас, говорит, фетвы, они больше достойны заточения в тюрьме, чем вор. Потому что они выносят какие-то фетвы, хукмы неправильные, то есть не имея знаний. И один из ученых, комментируя этот случай, сказал, один ученый уже, который пришел после этого, он сказал, что бы сказал Рабиа, увидев наши времена? Что бы сказал Рабиа, когда увидел бы наши времена? Что сейчас творится? В соцсетях, в интернете, в Ютубе. Да? Кому не лень, все начинают о шариате говорить, об какие-то хукмы выносить. Это правда, это неправда, это по сунне, это не по сунне, это бида, это не бида. Выносят хукмы, не являясь учеными. И, к сожалению, тысячи, а то и миллионы людей смотрят, не спрашивая, не интересуясь, какой довод, что, откуда взял, какие ученые это подтвердили. И когда этот ученый продолжает говорить, когда, говорит, малоопытные, дурные поведением люди и с несчастной душой невежды рвутся выносить фетвы, ведь у них одна цель. Ведь у них одна цель – это, говорит, прославиться, походить на достойных, благородных, известных, но скромных людей, ученых с твердыми знаниями, тех, кто имел море знаний, был из предыдущих поколений. От них требуют уняться, но они не унимаются. Им делают замечания, но они ничего не замечают. Им дана отсрочка, пока невежды собираются вокруг них, но при этом они предали забвению то, что надлежит им, и то, что надлежит с них. И это говорит один из ученых, который пришел уже позже, из поздних ученых. И цель этого краткого пояснения – обратить внимание на то, что человеку следует тщательно выбирать того, к кому обращается за вопросом. Этот выбор должен пасть на людей с чистой совестью, людей, которые имеют знания, которые имеют богобоязненность, которые имеют набожность. Ведь именно такие люди поистине являются обладающими напоминанием, о которых сказано в аяте, который мы провели до этого. И поэтому еще раз хочу обратить внимание на то, что, во-первых, мы начали с того, что получение знаний является фардом для каждого мусульманина. Стать ученым не является фардом, но ты должен получать знания, потому что ты каждый день читаешь намаз, ты каждый день идешь на работу, ты каждый день кушаешь, ты каждый день имеешь отношения с семьей, с женой, с детьми, с родственниками, с соседями. Ты каждый день ходишь в мечеть. И все это требует знаний, как правильно намаз читать, как правильно уразу держать, как правильно с семьей взаимоотношения строить, как правильно на работе себя вести, как правильно бизнес строить, как правильно. То есть вот это все возвращается, это должен знать для себя элементарные вещи, поэтому нужно изучать, спрашивать. А ученый – это тот, который разбирает вопросы, выносит фетвы, там новое что-то, да, изучает. Это ученый. На нас не лежит быть учеными, на нас лежит получение знаний для того, чтобы наши деяния были правильными, чтобы наши деяния были приняты, потому что у принятия дел есть два условия. Первое – чтобы оно было совершено искренне. Второе – чтобы оно совершено было правильно, согласно шариату. Если одно из этих не будет, то дело не будет принято. Если ты искренний,
но читаешь про намаз неправильно. Оно не будет принято. Если ты искренне прочитал 5 ракатов ясту. Я искренне ради Аллаха прочитал 5 ракатов ясту. Неправильно же? Это действие не будет принято. Оно неправильно сделано. Или 3 раката прочитал. Но искренне же. Нет, оно не будет принято. Оно неправильно сделано. Или ты читаешь правильно, но у тебя нет искренности. Читаешь просто, чтобы кто-то видел, чтобы тебе ничего не говорили, или еще что-то, да, или просто без искренности, то это опять-таки не будет принято. Поэтому все это требует изучения, спрашивания. И Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Иннама яхшаллаха мин ибадихи л-уляма». И поистине боятся и страшатся Всевышнего Аллаха из его рабов кто? Знающий. Чем больше у тебя знаний, тем больше ты страшишься Аллаха, тем больше ты боишься Его, тем больше ты боишься ослушаться Его. Поэтому получение знаний, оно будет сдерживать тебя от грехов. Оно даст тебе баракят в твоей жизни. И как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в своем хадисе, смысл такой, пророк саллаллаху сказал: тот, кто мансалика тарихан, кто выбрал путь, мансалика тарихан яльтамису фихи ильман, тот, кто выбрал себе путь в получении знаний, в котором он требует знания, саххаля Аллаху лаху тарикан иля джанна. Аллах Та'аля облегчит этому человеку путь в рай. Если ты будешь получать знания потихоньку, понемножку, но постоянно. Ты будешь постоянно будешь на этом пути, на получение знаний. Не обязательно по 100 страниц в день читать. Не обязательно по 3 часа на уроках сидеть. Можно полчаса вот посидеть. Можно 40 минут посидеть в неделю. Можно в день 3-4 страницы почитать. Можно в день 1 аят выучить. Если ты это будешь делать постоянно, то ты будешь постоянно на этом пути, на пути получения знаний. И, иншаллах, Аллах Субхану ва Тааля облегчит тебе путь в рай. И есть другой хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: «Ахаббуль а'мали иля Аллахи адвамуха ва ин қаль». Любимые, наилюбимейшие дела перед Аллахом – это постоянные дела, если они даже маленькие. Поэтому мы должны всегда находиться на пути получения знаний понемножку. Как я сказал в начале, ты должен оценивать от и до. От 2020 год, 2021. Что я сделал, что я выучил, какую суру я выучил, какую книжку я прочитал, что я прошел. 21-22, что я сделал, какие суры выучил, какие поклонения прибавил. Может, я до этого садака не давал, сейчас начал садака давать. Может, я до этого понедельник, четверг уразу не держал, всегда должен быть отчет. Так только человек будет улучшаться. И пусть Аллах Субханаху ва Тааля поможет нам укрепить свою веру, поможет нам на пути получения знаний, откроет нам наше понимание, чтобы мы понимали эту религию, чтобы мы ее воплощали в свою жизнь. И пусть Аллах Субханаху ва Тааля тем самым облегчит нам путь в рай. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله